1 марта стартовал второй тур конкурса для финансирования проектов поддержки предпринимательства, который будет проходить в рамках европейской программы САРТ. Целью проекта является создание новых рабочих мест и поддержка малых и средних предприятий в ВТО Гагаузии и районе Тараклия. Европейским Союзом будут предоставлены гранты в форме финансовой помощи для развития новых бизнесов, а также для поддержки уже существующих компаний. В стенах КГУ прошел тренинг, в котором приняли участие начинающие бизнесмены. О приоритетных направлениях рассказывает координатор проекта Анатолий Палладий. Приоритеты – это проекты для женщин, для молодых предпринимателей, это инновационные проекты и, конечно, проекты в агропромышленном парке. Да. Существует 3 категории грантов. 5 из них предусматривают сумму в размере до $20 000, 5 до 15 тысяч и столько же до $10 000. Стартапы могут претендовать на гранты в размере до 10 тысяч. Принимать участие могут все предприниматели малого и среднего бизнеса. Могут участвовать все предприятия, которые, согласно законодательству, это малые и средние предприятия. Это максимум 249 рабочих и 50 миллионов лей. Начинающие предприниматели бурно обсуждали различные интересующие их вопросы и по завершению тренинга дали высокую оценку результату данной встречи. Данная встреча нам позволила более подробно узнать об этой программе, более детально узнать о ней. И, конечно, дает нам возможность участвовать в этой программе, потому что, например, в моем случае у меня нет богатых родителей, у меня нет там больших денег за спиной, у меня есть хорошая идея, я постараюсь эту идею воплотить в жизнь. Мы тоже начали относительно недавно. Полгода как работаем на этом рынке, поэтому как бы... То есть гранты могут помочь достижению? Естественно, конечно. Есть капитал, то есть это не проблема. То есть у нас доход стабильный пока, но мы хотим расшириться. Подобные встречи просто необходимы для будущих бизнесменов, потому что прежде всего мы имеем возможность получить ответы на вопросы, которые есть у нас, потому что любой бизнес – это всегда вопросы, и всегда мы многого не понимаем. И вообще было бы желательно, чтобы это устраивало для нас государство, собирало необходимых специалистов и вот также предпринимателей с опытом работы, без опыта работы. Я считаю, это положительно. Создавая свой бизнес-проект, следует соблюдать все требования. Содержание заявки должно быть четким, понятным и, самое главное, подробным. По словам координатора проекта, есть наиболее часто допускаемые ошибки, наличие которых недопустимо. В первую очередь нету подтверждения собственного вклада, потом неправильно рассчитывают сумму инвестиций самого проекта. Есть много проектов, где не создаются те минимальные 3 рабочие места. Люди создают что-то для себя только как 1 или 2 рабочие места. И дополнительно к этому, конечно, сама описание заявки, описание проекта более детально нужно, что люди иногда пишут очень кратко. Крайний срок подачи заявок в рамках второго этапа программы САРТ – 2 мая 2017 года.